Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Мы находимся в баре Prosecco Club. Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Здравствуйте. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришла участница нашего проекта, нашего телеканала Якутия-24 «Турслет всей семьей» Майя Паисеева. Майя, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Майя. Спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашем кулинарном ток-шоу. И с чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Так, сегодня мы будем готовить самый зимний, самый уютный тортик морковный. Морковный, Да. зимний. Почему он зимний? Потому что я его готовлю только зимой. Он на самом деле такой довольно плотный, такой ароматный. Его очень хорошо пить с горячим чаем зимой, когда холодно. А вот для лета он немножко тяжеловат. Мгм. Но зимой прямо идеально. Зимой идеально. Ну, Да. сейчас как раз самое время, да? Да. Хорошо. Как вы его делаете? Так, на самом деле тут все довольно просто. Так. У нас довольно-таки много. Я все начинаю. Да, нам нужно, Да. нам Хорошо. нужно начинать уже, да. Сахар берем. Сахар у меня же отмерен. 150 граммов сахара. Мгм. Давайте Закидываем туда яички. 2 яйца, да? 2 яйца. Так. Все это смешиваем. На самом деле тут даже очередность не так важна. Мы все просто смешиваем. Нам не нужно какой-то там воздушности. Просто все надо смешать. Мгм. Не нужно тогда сильно большого опыта в поварстве, как Да, говорится, да. Нам- Ну, Майя, я знаю, что вы многодетная мама, и, скорее всего, приходится очень часто и очень много готовить. А как вы вообще с готовкой? Вам вообще нравится готовить? Конечно, мне нравится готовить. Ага. Если бы мне не нравилось, я Сейчас бы уже давайте сюда. 11 лет не занималась бы тортиками. Ага, вы еще Да. и тортами занимаетесь, Да. да? Это может что? Это мы залили растительное масло, много-много растительного масла, пока не выкидываем, нам нужно это будет. Ага, и замесили вот морковный торт, он не ППшный, да, как видите, Да. потому Ну что да, мы, судя по маслу, да? да, но вы его не заметите, он просто такой влажный, ой, морковью я рано. Закинули мы туда сахар, яйцо, масло, муку, и сюда же мы добавим сейчас корицу и разрыхлитель. Разрыхлители? как? Да. Так, вы сказали насчет помощи моих мальчиков, да? У меня 4 мальчиков. Да. Ага. И да, конечно, они помогают. У меня особенно второй сын очень хорошо готовит, и он прямо полностью меня может заместить на кухне. Я, Даже Как- так, да? да, абсолютно. Когда я задерживаюсь на работе, я прихожу к готовому ужину. Мгм. Это Вы- очень удобно. Вы Након- отправляете сообщение, я опаздываю, и все. Нет, даже сообщение не Даже отправляю. без сообщения. Просто прихожу, и А там вы все вообще готово. мечтали о большой семье или... Честно Ну, говоря, потому что, действительно, надо сказать, что много детей – это, по большому счету, редкость. ну, Даже, да? Такой- Обычно 2, и говорят, достаточно. мечты с детства, вот, я хочу 4 детей, не было, да? Ага. Но мне как-то понравилась идея одной девушки, хорошо бы родить детей по парам, да, чтобы они дружили. Ну, и я взяла это вот как к исполнению, и у меня Ага. так и Ну, в получилось. смысле, раз-раз, Да, а потом раз-раз, отдохнуть, а потом раз-раз. Да, да. Ой. И у меня так и получилось. У меня по 2 мальчиков по парам, и они, очень Ну, они хорошо как дружат. чуть-чуть, то есть Да. с собой друг с другом играли, И общие интересы и все да, прочее. им всегда Ну, весело, да, у них да, всегда да. есть компания. Это выгоднее, и- они друг за другом смотрят, Да. им не скучно. Финансово выгодность мне тоже говорили, типа, будут донашивать. Нет. А, Они все носят одновременно, они Ага. одинаковые почти. да? Да. А Ну, сколько детям лет? 18, 15, 11 и 9. Ну, у них Но по 2 с чем-то 11 и разница. 9-летние, они же могут донашивать за теми, нет? Ну, у них вот такая разница. всего. Где-то вот так, да? Ясненько. Ну ладно. Вот. А вообще вот говорят же, да, что мама многодетная должна то, это, но на самом деле все же зависит от мужчины, да? Потому что если бы муж не помогал, Ну да. если бы он всех по детским садам не таскал, Да, по школам, да, судить, то, Конечно, да, это конечно, большие заботы. конечно, и такая семья большая бы у нас не получилась. Так что не надо все ответственность вешать на маму. Закладывать на Да. мам, да? Так, сейчас у нас получилось вот такое густое тесто. Давайте Уже вот замешалось. чуть-чуть поднимем, вот так покажем. Ну, Оно вот так немножко должно быть. Ну, вот такое вот оно такое должно быть, густое. Теперь сейчас мы добавляем
все наши добавочки, да? Это у нас морковка. Да, так, это у нас апельсин. Апельсин у нас дает такую новогоднюю атмосферу. Свежий. Цедр получается. Да, цедру и немножко сока тоже возьмем. Ну, это обычная, на самом деле, терка, просто А она... я думал, так- пульсиксометр. Нет, просто цедра вся будет внутри. Я там уже немножко натерла, ну, таким образом. Ну, на самом деле, любой теркой. Трем так, чтобы цедра белая, и вот эта белая штука не вышла, чисто верхнюю часть. И А, это вот совсем хитрая немного, такая да? штука, да? да, она и вот выбрасывается. много-много цедры внутри. А вот эта цедра даст нам такой аромат. Некий аромат, да. Да, вообще замечательный А вот это нам аромат. нужно сок Это взять, да? нам, да, немножко подрезать его. Вот так, да? Ну да, как-нибудь. На самом деле немного нужно. Немного? Да, да. И вот так. Отлично, да. Хватит или еще? Хватит, немного? ага. Хватит? Ну да, хватит. Все, вот это замешали. Это у нас нотка Нового года сюда добавилась. Да. Теперь морковка. Морковку я выбираю самую страшную. Ага. Ты так почему? Да, ту, Но которая... Она недостаточно страшная тогда. Ту, которая называется немытая, потому что та, которая красивая такая, да, она невкусная. Ну Да. да. Без вкуса получается, Да, да? поэтому Не, ну мы... это вот та морковь, которая реально росла, а не Да. генно модифицированный. Ага. Ну вот, чистим ее и натираем на терке. Я, на Ну, самом вот деле, здесь. я ее уже натерла. Вот она у меня. Да, Хорошо? ну мы показываем, что как Ага, бы... да, это- ну с морковкой справитесь. и- Так, И просто морковку добавляйте. просто морковку добавляем, да. На Вот, обычной терке, да? да, на обычной терке, на крупной терке, так ну, структура сохранится, интереснее будет. Если на мелкой натереть, она там исчезнет. Берем изюм, половину, чуть больше половины стакана, его нужно залить кипятком, ну, минуточек 10 подержать, Ошпарить. чтобы она немножко сбухла. Ага. Я это сделала заранее. Так. Добавляем. Это вот тоже грамм 150, да? Да. Ну у вас, я так полагаю, все отмерено. Да. По технологии. Ну, да. Да, Так, примерно по и рецепту. грецкие орехи. Грецкие орехи, их я не порезала. Грецкие орехи мы режем крупно, чтобы рот В смысле? радовался. Ну, вот, Ну в смысле просто... да, его не надо там, в Получается- чем-то измельчать, чтобы, Ага. чтобы кусочки такие хорошие попадали, чтобы они хрустели. Можно миксер такой, «Ву!» Нет, Нет, да? нельзя. Фу, не надо, да? Не надо, потому что кусочки тогда исчезнут, и опять же будет вкус, но не будет структуры, фактуры вот этой, да. А так вы каждый орешек почувствуете, и Что это он- будет, да, и это будет вкусно. Поэтому вот буквально вот так грубо немножко режем и все, и добавляем. Ну, Получается, грецкий орех нужно там в 2-3 раза меньше сделать, да? Ну да, чтобы они такие крупные кусочки получились. Добавляем все. Все ингредиенты у нас добавлены. Вот у нас все так богато. Так, ладно. Дорого-богато. Да. Все это перемешиваем. Вот, ну, сейчас это на тесто как-то не очень похоже, да? Но когда испечется, Она будет. оно будет, да. Да. Просто в разрезе там видно будут и Остается наши. только поверить вам. Все, готово. На самом деле очень просто, да? Ну да, действительно, просто... Просто подготовиться грубо заранее. Да. быстренько. говоря, ингредиенты подготовить в той пропорции, которая нам нужна. Да. И, И смешать. просто, да, сперва смешать тесто, И потом у меня такое добавить ощущение, все что ингредиенты. справился бы даже я. Конечно. Так. Самое Нравится. сложное, наверное, это просто залить кипятком изюм, да? Да, Самое- из этого. Да. Натереть морковку. Да, ну и все. Да-да-да. Теперь мы все правильно в нужной консистенции подготовить, в нужной пропорции смешать Да, и все. и форму. Да, теперь берем форму. У меня небольшие формы, поэтому я беру их две. Так. Берем остатки нашего масла. Вот когда масло там. Буквально Да. пару капель Да. остаточной, да? Все. Ну, И вот смазываем немножечко. Чтобы не прилипло. Да. И теперь... Это такие силиконовые штучки. Да, я очень люблю пользоваться силиконовыми формами, потому что их очень легко мыть. И мыть, и потом отлеплять вот так. Да, Дыкс можно же, да, да? да, да. Это получается у нас на 2 мини-тортика будет, да? Ну, мы их соединим, друг на друга поставим. Слои, два. Да, 2 слоя. Ну и все. Сейчас мы это отправляем в духовку на полчасика. Температура, ну, от духовки зависит, 180-190.
отправляем и ждем. Мы сейчас тогда наши тортики закладываем в духовку 180 градусов На полчаса. на полчаса плюс-минус. Да. Ну, ты будешь следить. Да, Семен пока временно у нас уходит, Майя, мы с вами остаемся и начинаем разговаривать. Итак, Майя, мы представили вас как участницу нашего телепроекта, нашего канала «Турслет всей семьей», который стартовал в прошлом году, в ноябре. Да. Да. Давайте с самого начала. Как вы вообще туда попали, как узнали? Вообще, мне рекламу нашла моя коллега, сказала, вот такая вот передача, посмотрела, смотрю, у меня требования почитала, и смотрю, у меня есть подходящий ребенок, да? Подходящий ребенок, да, Ну, звучит по как-то так, возрасту, Да. да, выбора-то много, Ага. и поэтому я сразу подала заявку, мне это было интересно, и ну, мы поговорили в WhatsApp и сказали, да, в принципе, вы нам подходите, Мгм. и мы уже ждали лета. Мгм. Вот. Когда уже начнутся Да, летом мы много ездили, но к моему везению ровно вот между Сочи и Иркутском у нас попало время, мы были свободны, и съемки состоялись в это время. Ну, съемки были летом, да. Да, съемки были. Смотрите, вы сказали, что и увидели рекламу, и, соответственно, вы сами по себе такая активная семья. Да, так и есть, мы довольно активная семья, даже когда дети были маленькими, мы все время их таскали по походам, даже когда вот малыши были, один на мне в слинге, другой у папы в рюкзаке, и вот в таком виде мы ходили по сопкам. Ну и старшие так за ручку. И один раз дошло до того, что старший пожаловался учительнице, вот мне говорит, по походам каждые выходные таскают, я не успеваю уроки делать. Почему уроки не делали? Говорит, а вы знаете, такая причина, меня таскают по походам родители. Да, так и было. Учительница нам осторожно так сказала ему, ой. Действительно, да, времени Ага. нет, а потом уже объяснил. А смотрите, вы сказали подходящий ребенок. Ну, то есть, если к возрасту подошел бы любой другой ребенок, то есть, скорее всего, он бы тоже согласился, да? Либо дети, как узнали, сказали, да, хотим, или как? Ну да, он сразу согласился, ему Ага. тоже было интересно вместе Ага. с семьей куда-то съездить, там полазить. Итак, каковы ваши впечатления, когда вот съемки начались, и вообще, сколько они вообще продолжались? Они шли 2 суток, начались вечером, и вечером мы снимали готовку на костре, вот романтику эту, да. Потом на следующий день уже весь день у нас длились съемки уже наших спортивных этапов. Да. Самое тяжелое в этом было это машкара. Машкара, да, Да. но куда без нее. Ага, машкара. Меня Тем вообще более. в жизни так не ела машкара. Ага. Вот. Прямо лица у нас опухли, и к концу съемок, уже когда мы говорили, да, нам так понравился этот проект, а сами такие опухшие стоим, и едем, смотримся на себя, говорим, мы как какая-то пьющая семья. Господи, да, Ну, такие опухшие. Ага, ну, ничего, машкара нас ела, мы машкару ели, там бутерброд намазываешь, туда И сразу налипает дальше, эта да? машкара. Ага. Да, но, в принципе, все равно это были замечательные дни, мне очень понравилось. Ну да, и для истории семьи, да, это такой. Да, вообще и, же клёво, ну, да. и где бы я попробовала себя, например, в альпинизме, да? Там да. все за меня подготовлено, 4 человека смотрят, чтобы я не упала, и с такой с уверенностью идешь, забираешься, спрыгиваешь с нее, ну, мне очень понравилось. Ну, учитывая вашу физическую подготовленность, ну, этапы были для вас такие, ну, скажем так, не слишком тяжелые сложности, скажем так, или как? Ну, нормально. Ага. Вообще, я, когда шла, я боялась, что там будут такие мощные мамы другие, там, молодые, сильные, Жесткие. спортсменки, чемпионки, но, слава богу, они были такие же, как я. Ага, так что на равных папы, конечно, у нас были такие... Конкуренцию выдержали. Ага, папы мощные были, а вот мамы были такие попроще. Многодетные мамы в основном, такие же, как я, и поэтому участвовали на равных. Да, смотрите, у нас, ну, вообще в республике в последнее время, конечно, да, физическая активность, пропаганда ЗОЖ и все прочее идет, ну, это, конечно, здорово, да, многие люди начинают втягиваться, многие семьи начинают втягиваться, да, а у вас откуда это, в вашей семье, да, вы же говорите, вообще, дети были маленькие, прямо вот с игрушками их таскали, откуда у вас это? Ну, просто... От родителей или... Ну, от родителей частично, да. В детстве, конечно, меня возили по сопкам, потом
я училась в художке, и всю весну я проводила тоже на сопках, мы там рисовали. И любовь это осталась, и для меня весна это обязательно должны быть сопки, обязательно где-то по Покровскому тракту. Выезд на природу. Да, в идеале еще там рисовать, и дети у меня, слава богу, тоже рисуют, и мы и любим вместе там пленеры устроить. Ну и супруг такой же попался, который разделяет ваши пристрастия. Конечно, такие да, же, он сам тоже очень Или вы активный. специально по этому поводу отбирали мужа? Нет, мы так совпало. Так совпало? Да. Итак, пока наши торты пекутся, мы сейчас будем заниматься же, да, украшением. Сейчас у нас вся кухня наполнилась уже такими вкусными ароматами, и мы начнем готовить крем. Крем у нас тоже очень просто делается. Это у меня сливки. Сливки должны быть вот те, которые в тетрапакетах, да, заводского производства. 33 и более процента, 33-34, да, достаточно жирные. И сливочный сыр. Сливочный сыр, ну, почти любой подходит для этого, потому что здесь у нас таких жестких форм не нужно. Просто добавляем сливки, пропорции примерно 1 к 1. Сливки и вот Да, сливки и сыр примерно 1 к 1 добавляем. Добавим еще сюда сахар, который которого у нас пока нету. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Или я не принесла. Найдем. Так, мы уже добавили сливки. Сливки в равной пропорции, вы сказали, и сахар нам подогнали. И сахар, да, сахара мы добавляем тоже. Ну, Почти столько же. Ну да. Нет, меньше. Сахара у нас еще меньше. Немного. Да. И все это... Ну, мы знаем, что там у нас было в тесте, да? Да, так, и уже миксером все это замешиваем. Да. Сперва сейчас будет шумно, поэтому... Сейчас будет шумно, да. Сперва на маленьких скоростях, чтобы все это не разбрызгать, а потом уже... Я вот так стану? Ага. Потихонечку увеличиваем. Все равно брызгайте. Ага. И это должно, ну, как-то так сбиться, да? Да, это дома я это делаю на планетарном миксере. Ну, вот так тоже, конечно, можно. Все это должно соединиться и стать такой... однородно, чуть-чуть воздушной массой. Да. Ну, собственно, так и получается. Да. В принципе, это быстро, да? Вот уже все соединяется. Главное, с большой скорости не начать, чтобы кухню не уделать. Этого не было. Я очень люблю этот крем. Получился? Да, клево. Бисквиты, когда мы достаем из коржи, когда мы достаем, они должны у нас хорошо остыть. Теплыми их украшать не надо, а то крем у нас может поплыть. Конечно же. Да. И мы еще будем делать немножко декора. И я для этого декора немножко крема возьму и покрашу красителями. Да. Чуть-чуть крема возьмем. Я хочу сделать такие маленькие морковки, чтобы тему морковного торта поддержать. В тему? Да. Так, а это будет отдельно эти, да? Это да. У нас будет такое... тортик будет не полностью белым покрыт, а такой, ну, чуть просвечивающий будет. Сюда я добавлю пищевые красители. Пищевые красители, ну, основными цветами я люблю пользоваться. Красный, желтый, синий. Да, так, сделаем оранжевый цвет для морковки и зеленый для листвы. Даже так. Ой. Та-да. Желтенький добавляю, красный добавляю для оранжевого. Тут еще художественные эти навыки требуются, да? Некие. Ну, надо же знать, какие цвета смешать, чтобы на финише получить требуемую. Да. 4 года я как-то училась это делать. Да. Кстати, вы же торты еще и печете. Ну, да. Рук это набили наверняка. Да, конечно. Вообще я сама по специальности ювелир. Ювелир-технолог. Я работаю с драгоценными металлами. Это такая
Мне очень нравилась моя профессия, но я по ней очень мало поработала, потому что я ушла в свой бесконечно долгий декрет. И так и не вернулась. И уже в другую сторону. Да, чтобы вот так получилось. Да. Вот так кондитерские мешочки, очень люблю ими пользоваться. Ага, вы сейчас туда и потом будете брызг, да? Да. Потому что их не нужно мыть. Мы их выкидываем. Ага. И всё. Ну, они такие одноразовые исполнения, Ага. грубо говоря. Так. Не усложняя себе жизнь, просто одноразовыми пользуемся. А потом конец подрезается, да? Ага, потом конец подрежем. Сколько тебе нужно вилочку делали и пошли. На самом деле можно это же уже. А это зеленая получается? Это у нас будет зеленая, но Листва. я хочу, чтобы она была не прямо чисто зеленая, а немножко вот такие такой переходами, да? травянистой хочу сделать, поэтому я, однако, смешаю сюда же. Даже так? Да. А, можно и так. Увидите, О, тут такая как палитра, да? да. Прямо так, палитра художника. Ну все, вот как раз цвет, который я хотела, получается. А, Не чистый зеленый, а такой немножко натуральный, да? Как Ну да. травяной. Вот. Беру. теплый зеленый получился. Да. И тоже Беру. такую же вторую. Да. Вот эта насадочка, кондитерские насадки, это называется клювик. Из него очень хорошо делать листочки. Подрезаю кончик, никаких там переходников, ничего не надо, просто. Просто вот такой Да, клювик. просто вставила насадочку и сюда заливаю крем. Закладываю. Итак, давайте закончим все-таки наш разговор про съемки, про турслет. Да. Какими качествами нужно обладать, чтобы пойти туда? Что? Качествами? Да, Ну, да. на самом деле только смелость. Смелость немножко, Ага, да. Не, ну да. потому что, да, действительно, многие же говорят, ой, куда мы там, во-первых, а во-вторых, будем не так выглядеть перед камерами. Опозоримся, Да, да. да. Многие боятся боязнь неудачи, ой, мы там можем облажаться, что-то не так сделаем. Да нет, конечно. Да. Сам- Определенной смелостью все-таки же нужно обладать, да, каким-то таким духом авантюризма, наверное. Ну, Чуть-чуть у нас хотя такой бы. активный год до этого получился. Мы поучаствовали аж в 3, что ли, конкурсах типа «Мама-семья», «Мама-ребенок», «Мама, папа, ребенок», вот, да. Ну, то есть вы Да, сами да. по себе такие шебутные. Ага. Семья. Ну, мы не то чтобы прямо такие великие спортсмены, да, Но. мы там один раз, по-моему, Больше авантюризма победили. тогда, да? Да, просто соглашаться и идти на все предложения. Как говорится, главное ввязаться в бой, Да, а там разберемся, да. там разберемся. Ну вот так и получилось. Мы пришли и поняли, что мы, в принципе, нормальные относительно других. Я думала, как мы там пробежим, как мы там, хватит ли мне моей физической подготовки. Ну, нормально все. Да. Нет, но всегда же так есть боязнь фиаско, и у всех она присутствует, и в принципе и нормально, но что, занять последние месяцы все будут говорить, фу, они Нет, вообще... тебя вот прямо так позорить же никто не будет. Конечно, Фу, специально, конечно, нет, да, но ты же- люди же так думают все равно. Да нет, вообще не надо думать о том, о чем думают люди, да? Да. Да, просто делать то, что тебе нравится, и все. Ну, то есть ваш совет будущим участникам, говорит, просто смело себе наберитесь и ввязаться с собой. Конечно. Это очень хорошее достоинство, потому что многие же говорят, нет, куда мы годимся, принижает свои достоинства, скажем так, да. Ну, когда нам сказали, вы будете представлять город Якутск, и мы такие, мы представлять город Якутск, мы вроде не самые крутые спортсмены всего города Да, Якутска. вы не да? проходили никакой ни отбор и ничего, нет, да? Да, но ведь нет, нормально. По крайней мере, не ударили, скажем так, лицом в грязь. Конечно, Да, очень здорово, даже молодцы, хорошо, по-моему, поучаствовали. Друзья, мы взяли паузу, и вот нам Да. Семен несет наши уже Готовые наши. готовые, да, они у нас уже остыли, потому что Мы остудили. горячие, нельзя украшать. Покрывать Да. кремом. Ну вот видите, как вот силикон, да, Да. прикольный тем, что Легко и просто легко и вытащить. просто достается, да. Сюда, да? Да. А вот это? А вот это тоже нельзя.
Тоже сюда? Так, вот все равно немножечко горочка у нас получилась, мы ее Хотя мы срежем. там вот так Хотя, делали. да. Да? Ну, а если бы мы так не делали, тут вообще вот так было бы. Да. Я страшно люблю, когда вот так отрезают, а потом О, это и вот это съедают. вообще самое вкусное. Да. Ой, спасибо. Вообще можно порезать надвое. Ну, Ну, мы не будем, да. Так, намазываем щедро кремом. Мгм. Кто как любит. Да? Мгм. А Так. лучше вообще, чтобы она настоялась сутки, ночью, Да, конечно. Кремом лучше- впиталась, да? Да, Ну, вообще конечно, да. любой торт лучше, чтобы он стабилизировался у нас. Собираем мы обычно на ночь и уже на следующий день только оформляем. Да, но Семена очень любит слово, чтобы ингредиенты поженились. Там, да? Да, Семен? да. О, вот так. Все. Надо, чтобы сверху была нижняя сторона, она самая ровная. А, ну вот из-за того, что это как бы, да? Да. Горизонтальная поверхность образовалась. Все. Теперь Можно я это домой возьму? поворотный столик мы с собой не взяли, поэтому я так сразу. Вот это тоже. Ага. Спасибо. Сразу будем покрывать его. А, и вот специальные такие эти. Да, Да, удобная лопаточка. Штучка. да. И вот так, да? Давайте попробуем так. Чтобы эти зрители могли. Ну, вы неплохо справляетесь без поворотного. У нас поворотная доска. Да, поворот. Оказывается, довольно удобная у вас доска. А, Так. крутишься. Крутится. Ну, пока вы украшаете, да, не могу не задать вопрос. Да. По идее, мы должны были с него начать, но мы поговорили про турслет. Вы работаете в фонде Баргары. Да, верно. Он существует очень давно. Я знаю, что Да, он делался фонд- по указу первого нашего президента Михаила Ефимовича Да, Николаева, да? правильно. Да. Он был самым первым председателем еще в 1990 году. Мгм. Да, вот такая длинная история. 35 лет Да, фонду. юбилейный Да, год у чем нас. занимается фонд и что вы там делаете? Давайте Да. вкратце. В фонде я работаю уже 5 лет. Ага. Да, и сейчас направление работы нашего фонда – это развитие, поддержка родных языков. Не только якутского, но и языков коренных народов. Мгм. Да, и мы больше занимаемся с детьми, проводим конференции. Сейчас у нас на носу уже конференция республиканская Баргары называется, одноименная. Так и называется. Да, тут в прошлом году провели первый раз, пришло у нас 400 детей, хотя мы ожидали 250 прямо желающих, очень много. И Но в вы не этом, могли всем отказать? конечно, Да, и да. провели на таком хорошем Да, а уровне. что делает конференция? Ну, то есть выступает с Да, ребята докладами? выступают с докладами на любые темы, там и математика, и химия, не только там Вот это история крама. Похоже на шаг в будущее, получается. или Да, нет? Но? все на якутском языке. А, Да, доклады, защита, вопросы, все на якутском языке. Физику и- же очень сложно по-якутски. Очень сложно, да. Я как физик, Да. сразу Да. говорю, по первому образованию. Но Вот, и что там да, происходит? Термины они- переводятся, ну, как бы технического же словаря нету, русско-якутского. ну, да, там идут споры, но мы разрешаем использовать русскую терминологию. Иногда. Да, Ну, потому что, да. ну, как можно... Ну да, но все равно защита Ньютон идет. никак невозможно по-якутски перевести, скажем так. Ну да. Вот, и проводим еще конференцию «Будущее Арктики», называется уже на языках коренных народов. У нас там 50 детей приезжало. Да, Те, которые владеют еще. Да, те, которые владеют, это вообще уникальные дети. Ну, И- действительно, да, потому что, их ну, осталось не так много. Не к секрет, что сожалению. языки многие уже исчезают. Да, Да, юкагинский, и мы- венский, эвенский, Да. да, долганский. И вот мы их поддерживаем, и в прошлом году они у нас 2 недели пожили в лагере, оздоравливались и участвовали в конференции. Мгм. Вот, и в конце этого года еще раз проведем эту конференцию. Да. Учитывая то, что вы 5 лет работаете, скорее всего, работа вам очень нравится. Да, конечно, работа у меня интересная. Если бы не так, конечно бы я там не работала. Ну, я чувствую, что моя работа полезна. Да, Да, и- несомненно, да, несомненно, ни и в коем случае ни разу И мне невозможно это сомневаться. очень нравится. Ну и не только конференции, мы много чем занимаемся. У нас Еще чем занимаетесь? разные проекты. Проводим конкурсы разные, потом поддерживаем общественные движения. Я сама состою в Кюрегей, это Так. общественная организация. Ну, Жаворонок. Да, в основном это девушки, мамы молодые, и мы вот тоже работаем в этой сфере поддержки нашего родного языка.
Проводим фестивали, ездим по улусам. Уже по улусам открыты 3 наших филиала. Сейчас 4-й будет открываться в Нюрбе, и мы туда тоже собираемся. И там уже тоже девушки собираются, проводят свои мероприятия, очень масштабно работают. И вот мама – это сила. Ну да. Да. Ну и, конечно, сохранение языка идет от мамы. Как мама будет разговаривать с ребенком? Вот очень важно начать с ребенком говорить, когда он вот только-только начинает говорить, да, вот в 2 года, в 3 года, чтобы первый язык был якутский. Якутский, Да. да. Ну, какой язык будет до 3 лет, в принципе, считается, что Это человек язык. уже думает на этом языке. Язык мышления. Да, делает мышление, когнитивные способности, да. Не зря же говорят хахалы только да, кадаганы, Вот, да, вот, да. да, потому что якутский очень мудрый язык, между прочим. Да. И мы якуты очень мудрые, и поэтому мы такие продвинутые. Это немножко рекламы якутам нам. Это так. Это такие есть, да. А, это вот такая вот такие, Ну вот, да? да, всё. Маленькие хитрости, украшения. Ага. Ну все. Да и ни доски никакой не надо поворотной. Сама по себе поворотная у нас. Оказывается, да. Да. Ну и все, в И это вот общем-то. такая специальная штучка, да? Да, это шпатель, он такой же, как у строителей, только... Я очень любил, когда мама торты делала, потому что я всегда стоял и вот это, все это мое. Да, мои дети тоже Да, все вот так, да. ага, ожидают обрезков. Мама, обрезки остались. Да, вот это. Я еще у них спрашивают, а вы часто едите торты? Честно говоря, нет, да? Вот радость, если обрезки останутся. А как вы, вот у вас практически это, можно сказать, и хобби, и увлечение, торты вы же еще делаете? Да. Да, как это вы пришли к этому? Ой, я шла к этому долго. Вообще, даже так? ну, декрет у меня, получается, очень долгий был, да? Но, вы говорили С 4 детьми. У них разница, ну, 8 лет, да, между старшим и младшим. И вот, ну, все время это я сидела. И, Грубо говоря, лет 10 почти. да, Целая жизнь. да. Да. Вот, я сидела в декрете, и сперва я шила на заказ. Ну, шить на заказ я начала еще студенткой, и такая амбициозная еще была. Взяла заказ сразу для хора девочек, и платье 10 платьев шила. Первый заказ называется. Вау. Вот. Ну и потом продолжила этим заниматься в декрете, шила национальные платья, шила свадебные платья. Да ладно. Ага, и так получалось, что когда у меня заказывали платья, то они сразу появлялся ребенок у кого-то, даже если они не планировали. И, ну, Так. какая-то такая у меня многодетная аура, видимо. То есть Потом- когда впитывались. Да, ну и потом по образованию я ювелир, поэтому я делала украшения, делала тоже на дому разные. То есть сидеть сложа руки это вообще не ваше? Нет, конечно, нет. Да? Потом валянием занималась, украшала Чем? валяние. Валяние это Дурака валяние носит. Нет, да. валяние это есть такая шерсть специальная. Вяление. Валяние. Вяление это рыба, так, Да. это другое. И- Стоят, смеются. и- Ведущий разошелся так, извините, пожалуйста. Шерсть, И Ага. вот из этой шерсти можно делать разные шарфики, сумочки, игрушки, ну что угодно можно, в принципе, делать. Такие мимимишные Ну, вещи короче, чем получаются. только вы не занимаетесь. Все вообще, то, что попадается Да. на глаза, и это сейчас Да, благо, то, что интересно. куча информации. То, что интересно, все берете и делаете. Да, ну, да, То так есть и есть. у вас, скорее всего, девиз по жизни, главное ввязаться в бой, а там посмотрим. Ну, да, видимо, так и есть. Ну, хорошо, что у меня есть возможность это делать, да? Конечно, да. А Да. многие-то видят возможность, но просто боятся это делать. Часто так Ну, бывает, не то, что говорят, боятся, ой, просто неплохо бы нету этим заняться, нету но времени, может, там да, денег нету, прокрастинация, чего-то все нету, да. что-то А делают, надо откладывают, да, надо просто брать, делать. брать и делать. Да, вот, у нас была студия по оформлению праздников, мы свадьбу украшали, активные такие были. А потом я вдруг... Почему были вы, по-моему, я остаюсь активным? Ну, потом мы эту студию закрыли. Ну, там это Ну, там получилось, что мы прямо с разницей в 2 недели с девушкой, с которой работали, забеременели, и так получилось. Так, и вот пошли морковки. И вот пошли морковки, да. Ага. И потом я попробовала делать торты. И мне так понравилось, что я уже все свои предыдущие дела прекратила и чисто тортами. начала заниматься чисто тортами. Почему? Потому что это очень такая
позитивная работа. да. Люди говорят спасибо большое, нам так понравилось, обратная связь такая быстрая идет. Результат сразу результат виден, да, сразу виден, да, да. это тоже очень немаловажно, да. Я, например, люблю очень мыть машину, потому что помыл, результат сразу сразу чистая. виден, да. Некая медитация, А? может быть, да? И некая медитация, Да, да. так Ну, то и- есть полезное так и дело есть. вроде И- как, и везде позитив. Ситуация реально вот сейчас, как модно говорить, win-win. Все победители. Да, Да. и торты же на праздники, и все Да, такие да, да, все воодушевленные, по- ты говоришь, хорошего вам праздника, все такие довольны, ой, спасибо, и вот вы украсили наш Не, праздник. ну было, это- что что-то там не получилось. Ну, конечно, всякое бывает. Бывает, Ага. что и торты падают. Ну да, при несли и бах, да? Да, при доставке И что вы там всякое делаете? может быть. Ну, это пускаю, свезу. Еду домой исправлять все. Ага. Не было такого, чтобы мы прямо без Вообще- торта вообще кого-то оставили, да. Жестко облажались, но Да, такого не было. нет, Слава такого Богу. не было. Мгм. Ну, вот такие маленькие торты. Эй, Морковки, морковочки морковы, сделаем, да. Морковы, Ну и- листья делаем, да? Мгм, и сделаем листья. Конечно, у морковки не совсем такие листья, но пусть. Ну, похоже. Действительно, да, это такое целое творчество. Да. Быстро же, да, на самом-то деле. Ну, да. Вот. Поэтому даже когда вот перерывы получаются, отпуски или что-то, мне снятся торты. И как я их делаю, как я их украшаю, я, видимо, скучаю. Людям кошмары снятся, а вам А мне торты снятся, да. Ага. Ну и все. Прикольно. Все? Ну Да. и все. Все, законченная композиция. Ну, вообще, раз. Такое ощущение, да, действительно, каждый человек может справиться. Да, в Да, принципе, ну потому что, вот торт, как мы делали, да. смешали в духовку. Ага. Ну, конечно, вот некими навыками нужно обладать, чтобы вот, видите, как у вас и практически идеально и ровно-ровно все получилось. А тут Кондитерские мешочки купить, красители приобрести и, раз и в дамке. да, и красота. Все, и мы готовы уже резать и Да. пробовать. Пожалуйста. Вот. Ага, хорошо. Все, режу сразу. Режем, да. По кусочку сидим, а потом положим и завтра сидим. Ой, завтра он станет Завтра будет, еще да, лучше вообще, да. вообще, да. Как борщ. Как Потому суточный что когда вот борщ. эти кремом впитаются эти коржи, да, еще будет лучше, да. Ну, вообще, это очень, сами по себе очень влажные коржи. Так что Ага. они и сразу будут, сразу, Быкс. Так. О. Так. Так. О, и вот это изюм. да. Все, ну все. Ну, я вот так повернем, покажем телезрителям, как у нас все получилось. Да. Давайте Потому что я пробовать. уже корж попробовал уже. Давайте, приятного аппетита, давайте попробуем. Супер. Вообще супер. Мне Бомба. нравится. Мне тоже очень нравится. Мы можем стоять до конца. Как стоять кушать. Нам подсказывают, что эфирное время, к сожалению, у нас заканчивается. И у нас такая добрая традиция, Майя. Пожалуйста, вот на эту камеру. Пожелания для наших телезрителей. Ну, что я могу пожелать? Делайте то, что вам нравится, уделяйте время своим хобби, потому что работа – это работа, она есть всегда, а вот то, что вы хотите по желанию души, обязательно исполняйте. Давайте себе такую возможность. Спасибо большое за А внимание. я еще раз скажу, что у нас сегодня была главный специалист фонда Баргары, участница телепроекта нашего телеканала «Турслет» всей семьей Майя Паисеева. Майя, еще раз огромное вам спасибо за беседу Да, интересную, большое за спасибо. очень вкусный торт. Семен Тарбахов, я Петр Цпандин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы. Говорим, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.